Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем необычную отсыпочку. Темы не будет. Я сделаю запрос в поток. Пусть поток расскажет о вас и для вас важную, нужную и полезную информацию. Если вам интересно, если вы не боитесь, пожалуйста, присоединяйтесь. Ничего делать не надо. Я все сделаю сама. Так, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и ценную информацию. Так. Знаете, аж мурашки идут. Я вот смотрю на эту фигурку, видите, фигурка в центре, в венце, и прям мурашки идут. Это вы. Вы и ваше предназначение. Вы очень ценный человек. Для этого мира, для нашей Вселенной, для материального, для тонкого. Вы очень ценный человек. Не думайте, что высшие вас не замечают. Не думайте, что вы ничего не решаете. Это не так. Абсолютно не так. Вам благоволят. Смотрите, с этой стороны ангел держит над вами крышу. Ну, крышу, защиту, да, вот как такой колпачок, который вас охраняет, защищает от бед, от больших неприятностей, от каких-то, знаете, вот просто губительных событий. С другой стороны, видите, сильный вашего рода, дух вашего рода, который пытается вам, видите, в ухо, в правое ухо давать хорошую, верную и полезную информацию. Ну, серьезная картинка. Не просто так. Нет. Я вижу, что вы разочарованы. Я вижу, что вы сейчас под дурными мыслями. Что-то не получается, не складывается. Кажется, что весь мир против вас. Но это не так. Абсолютно не так. Давайте разбираться. Разбираться с вашими проблемами. Разбираться с тем, что с вами происходит. Почему, от чего и что с этим делать. Смотрите, отсыпка у нас общая. Но раз вы на нее попали, ваш ангел-хранитель вас сюда привел. Вот здесь я вижу проблемы. Проблемы в личном. Отношения, взаимоотношения, любовь, семья, близкие люди. Нет мира, нет контакта. Претензий, обиды, ругня. У кого-то прям ругня стоит. Мои хорошие, здесь вмешательство. Идет прямое вмешательство в вашу личную, вашу семейную жизнь. Кто вмешивается? Женщина вмешивается. Женщина, которую вы очень хорошо знаете. Она здесь и психологическими, и магическими, и что она только не делает. Да? У нее очень много возможностей, очень много инструментов. Она пользуется вашим доверием. Она пользуется тем, что вы разочарованы. Вот. И она прям, знаете, как подпиливает ваше семейное дерево. Подпиливает. Цель очень простая. Разрушить вашу жизнь. Разрушить. Вот до основания разрушить. Ей очень хочется либо избавиться от вас. У кого-то отыграется, что хочется занять ваше место. Быть как вы, да, быть вами. Вами хочется быть. Она неудачница, жизнь у нее тяжелая. Много ошибок наделала. Ленивая в каком-то плане. Знаете, вот такая хабалка, да. Хочу все и сразу. Ничего делать не хочу, но хочу все и сразу. Она начала с того, что она начала вам завидовать. Завидовала. Потом она начала с вами равняться. Потом ей захотелось быть вами. Ну вот и все.
Вот и все. Она долго в вашей жизни присутствует, где-то рядышком, наблюдала, подсматривала, присматривалась, прислушивалась. И в какой-то момент начала действовать. Действовать против вас и против ваших близких. У вас были подсказочки. Были домыслы, интуиция вам подсказывала, какие-то люди вам намекали. Но вы по доброте душевной на это не обращали внимания. Ну, такой вот вы добрый человек. Вы не видите в людях злого. Особенно, когда помоложе были. Вообще очень доверчивый человек. И вот она этим пользовалась. Сейчас я вижу, ситуация меняется. Вы меняетесь, ситуация меняется. Да, хорошие сподвижки я вижу. Но тем не менее, сейчас у вас плохо. Вот в доме плохо, в жизни плохо. Кто-то совсем от себя одиноким чувствует. Здесь у вашей проблемы есть имя. И это имя женское. Женское имя. Что делать с этим? Бороться. Бороться за себя, за свою семью, за свое будущее. У вас, поверьте, есть сила. Ваша личная скрытая сила. А кто-то вот пришел ко мне на отсыпку, обладает магией. Человек обладает магией, действительно обладает. У вас есть все ресурсы и все возможности, чтобы переломить ход этих событий. От вас требуются действия. Действия, конкретные действия, направленные на защиту себя и своих близких. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Кому какая мысль в голову пришла, вот то и есть для вас истина. Вот именно этим вам нужно и защищаться, и спасаться. У вас получится. Эту ситуацию мне показали в левой стороне. Значит, эта ситуация решаема. Это не судьбоносная ситуация. Это не карма, не крест, не доля, не рок. Нет. С этим можно и даже нужно бороться. Прямо здесь и сейчас начинайте с этим бороться. Что в голову вам пришло? Первая мысль, да? Как бороться? Вот тем и занимайтесь. Вы все разные, у каждого свои особенности, у каждого своя сила, и у каждого интуиция четко вам подсказала. Все, занимайтесь. У вас все получится. Проблема в корне, значит, это решится в самую первую очередь. Дальше идем. Правая сторона. Ну, правая сторона, она счастье. Счастье, которое от вас ускользает. Ваши мечты, ваши мысли, ваши идеи, ваши пожелания, ваши надежды. Чем ближе вы к своей мечте, тем дальше она от вас отпрыгивает, отбегает, да, как дымка растворяется у вас в руках. Вы не понимаете, что происходит. Кому-то кажется, что на вас негатив. Что вот поделали мне и все, не могу я осуществить свою мечту. Но на самом деле это не совсем так. Не совсем, абсолютно. Давайте начнем с того, что ваши мечты, они прекрасны. Они имеют место, да, имеют право быть. Но вы как-то к этим мечтам, к осуществлению и реализации этих желаний вы подходите с какой-то не той стороны. Вот правда, не с той стороны. Знаете, как будто бы есть короткий путь, а вы вот прям в обход, петля на петлю, не туда повернула, развернула, как в лабиринте бродите. Вы кого-то слушаете. Слушаете каких-то советчиков, либо людей, ну, на ваш взгляд, авторитетных. Да, на самом деле, вы зря их слушаете. Вам не стоит никого слушать. Вам стоит слушать только лишь себя, свой разум. Прислушивайтесь к себе. Вы знаете правильные ответы. Вы знаете правильные маршруты. Поверьте, чужой опыт, он хороший опыт, но он чужой. Вы индивидуальность, у вас свой путь, у вас своя энергетика. Вам чужой путь, возможно, не подойдет. Ищите именно свой путь. Правда, вот прям посидите и подумайте. Вот она моя мечта. Что я могу сделать для того, чтобы ее осуществить, да, реализовать свое желание? И вы найдете ответы.
в себе найдете, у себя в голове найдете. А когда вы лихорадочно ищете людей, кто прошел этот путь, либо у кого получилось, вы пытаетесь у этого человека узнать, прислушаться к его советам, мнению там, и как туториал взять у этого человека, у вас не получается. Люди не всегда говорят правду. Люди очень многое скрывают, не договаривают. Ну, кому хочется показаться лузером и неудачником, либо человеком, который совершает ошибки? Никому, правильно. Поэтому, мои хорошие, вот чем проще вам рассказываю, да, либо там человек говорит, о, легко, вот так, на ладони, вот оно, пожелал, и вот оно проявилось. Они врут. Не слушайте вы никого, не слушайте, живите по своему уму. И поверьте, как только вы начнете это делать, это несложно, абсолютно несложно. Надо себе доверять. У вас и мечты, и желания начнут осуществляться и реализовываться. Прям в легкую, мгновенно. Вот так оно и будет. Кстати, вы уже об этом думали. Вот кто-то у меня здесь есть, присутствует на моей цыпочке, кто об этом уже думал. Вернее, даже уже обдумывает этот вопрос. Вы на правильном пути. Давайте, совсем чуть-чуть осталось, и все у вас получится. Так, идем дальше. Какое-то тяжелое финансовое положение. Такое впечатление, что женщина одна с детьми на руках. Возможно, есть мужчина, но мужчина очень флегматичный, либо ленивый, либо совсем не интересуется своей семьей, своими детьми, своей женой. Вот вы знаете, как будто бы у вас много рук, да, все на ваших руках, и работа, и дети, и домашние дела, вот все на себе тащите, вот взвалила и тащу, такой вот локомотивчик, да. Устала, конечно, очень сильно, и бьетесь вы как рыба об лед. Вот чем больше вы работаете, да, вот идет такое ощущение, чем больше вы работаете, чем больше вы каких-то телодвижений осуществляете, тем меньше вы получаете, либо наоборот даже теряете. Вот конкретно теряете. Откуда это? Почему это? Ну, как бы ответ очевидный, девочки. Очевидный. Вы себя не выбираете. Вы не выбираете себя, свой интерес. Вы всегда, может быть и не всегда, да, но большую часть жизни вы живете для других. Вы для себя не живете. Вы живете для родителей, детей, того же мужа, братьев, сестер, я не знаю, там, друзей, подруг. Вот что вы делаете. Вы как будто бы свою жизненную энергетику не на себя тратите, а вот раздаете, да? Благотворительность раздаю. Все, что имею, все, себя по кусочечку так отрезаю и раздаю. Поэтому и не получается. Здесь рецепт и выход очень простой. Кстати, здесь два выхода вижу. Один выход – это женщина себе позволяет быть счастливой. Вот сидит и думает, говорит, все, хватит, задолбалась. Не хочу и не буду. Вот ничего не хочу и ничего не буду. Я хочу отдыхать, я буду отдыхать. Я хочу торт, я пойду и съем этот торт, да, куплю этот торт себе. И мне наплевать, да, что я потрачу там последние деньги. Да, вот я хочу и буду. Вот, как только вы это сделаете, поверьте, вам откроется дорожка любви до радости, достатка дорожка откроется. Покажите Вселенной, что вам надо, лично вам, не вашим родителям, не вашим детям, не вашему этому мужу, вам, вот для себя, для меня, я хочу для себя. И у вас все получится, и пойдет, и наладится, и будет просто замечательно. И второй момент. Вот по второму моменту я понимаю, что здесь несколько девушек, у кого именно второй момент идет. Вам будет послан мужчина. Мужчина гораздо старше, чем вы, лет на 10 минимум, а может и более. Мужчина, который вас, как маленькую девочку, вот на руки возьмет и по жизни понесет. Вот так, знаете, и прям скажет: расслабься, милая, и я все сделаю сам. И будет делать, девочки, будет делать. Этот мужчина, я вижу, что вы уже не хотите никаких мужчин. Вы такая думаете: ой, все, хватит. Надоели мне эти абьюзеры мужчины, я в них разочаровалась, хуже горькой редьки. Вот, не хочу. А вот этот мужчина, он, понимаете, он
Не могу сказать, что прям влюбитесь в него. Нет, скорее вы ему доверитесь. У вас начнутся отношения именно с доверием. Когда вы такая уставшая, замученная, да, видите эту протянутую мужскую руку, и вы говорите, да будь что будет. Берете эту руку и не жалеете об этом. Вот как счастливый билетик в лотерею вытягиваете. Мужчина заботится, как о своем ребенке заботится о вас. Он не просит от вас каких-то там, не знаю, там интимных, запретных и прочих действий. Да? Он этого не просит. Ему важно видеть ваше счастье, ваши блестящие глаза, вашу улыбку. Не синяки под глазами, как у панды, а женщину, красивую, молодую женщину, цветущую женщину. Поверьте, у него есть все для того, чтобы вас такой сделать. Он буквально вот в течение, ну вот у кого-то отыграется, вот прям пару недель не идет, 2-3 недели, этот мужчина в вашей жизни появится и будет вам предлагать, и будет настаивать на том, чтобы вы приняли его помощь. И вы примете, доверитесь и не пожалеете. Любовь к этому мужчине у вас придет чуть попозже. Сначала будет вот доверие, дружба, признательность даже будет. Да, будьте ему благодарны за то, что он помогает вам, вашим детям, вашей семье, вашим близким. Берет на себя всю эту ответственность. А потом вы поймете, что любите. Вы его любите. У вас прекрасная семья с ним получится. Не пожалеете, абсолютно не пожалеете. И это судьба. Это карма. Ну, как хотите, так и называйте. Почему это с вами произойдет? Почему с одними так произойдет, а с другими иначе? У одних идет урок. Урок «полюби себя». Да? «Полюби себя». Вот такой урок вы проходите. А у других идет немножко по-другому. Здесь очень похоже на дар небес. То есть этот мужчина, он будет даром небес для вас. За все то гадкое, подлое и злое, что вы испытали, что вы пережили. Кто что получит, я, к сожалению, не могу сказать. Это общая отсыпка. Но мне вот показали, как оно произойдет. За вашу личную жизнь, за ваше личное счастье я спокойна. Ну, действительно спокойна. Все будет хорошо, все наладится. Только, пожалуйста, научитесь любить себя в первую очередь и заботиться о себе. Не надо вот этих всех отговорок. Я же мать, да, я же должна, я же дочь и прочее. Не надо этого. Это неправильно. Абсолютно неправильно. Вы счастливые, и дети у вас счастливые. Запомните это. Вы несчастная, там, убиваетесь, зарабатывая какие-то копейки, терпя от ужасного абьюзера, там, оскорбления, побои и прочие неприятности. Но ваши дети же это видят. Вы думаете, они счастливы? Нет, они несчастливы, потому что мама у них несчастлива. Поэтому, девочки, вот вам первое задание от потока. Научиться любить себя. Второе, доверять себе научитесь, своему уму, да, своему разуму научитесь доверять. Научитесь за себя бороться, отстаивать себя, свои интересы. Поверьте, жизнь будет меняться. Так, идем дальше. Какая-то подвешенная ситуация, подвешенная в каком-то деле, очень болезненная, как что-то на вас обрушилось, как напасть какая-то на вас напала, да? Вот все было неплохо, очень даже неплохо. Потом в один момент как выключили свет, и вы как слепец ходите на ощупь, и боитесь, и натыкаетесь на острые предметы, и бьете себе голову в кровь. И вы не понимаете, что это, почему это и за что это. Я ведь ничего плохого не сделала, либо не сделала. Почему со мной так поступили? Это вот связано, вот мне почему-то идет какие-то суды, какие-то обвинения, какие-то гонения, лишения, опять же таки, могут быть. Вот как одномоментно это произошло, настолько неожиданно, как удар под дых. Вот для вас, ну как мир рухнул в одну минуту.
просто рухнул мир. Ну, здесь явно вас подставили. То есть у кого-то прям заманивали, чтобы подставить, а кто-то под руку попался. Да, просто на вас перекинули. Перекинули, либо негатив перекинули, либо свою вину перекинул человек. Идет явно это не ваше, это не предназначалось вам, но вы как будто бы за все это отдуваетесь. Вы ищете справедливости, но вы ее не находите. Как будто бы для вас закрыты все двери. Ну вот не дают, не пускают, закрывают. Человек, кто подставил, либо кто виновник в этой ситуации. Ну, сейчас человек себя неплохо чувствует. За вами, кстати, наблюдает. Очень наблюдает. Как бы да, вину свою чувствует, но не так, чтобы прям очень-очень. Здесь как бы выбор был, да, либо я, либо она. Ну, конечно, человек выбрал себя. Вот видите, в отличие от вас, человек выбирает себя. Вот, ваша ситуация разрешится. Разрешится внезапно. Здесь кто-то вмешается. Вмешается какой-то человек. Но у этого человека власть в руках. Власть. Он непростой, абсолютно непростой. Я не могу сказать, кто конкретно, но он как будто бы на какой-то возвышенности стоит. И у него рога. Ну, рога такие вот, знаете, не как у барана, да, а рога как у оленя. То есть это какой-то вот прям высокопоставленный человек, либо действительно очень властимущий человек, да, правильно так сказать. И да, человек носит очки, что у меня аж прям глаза что-то расплываться стало. Может, зрение не очень хорошее у этого человека. Вы к этому человеку случайно попадете, на прием попадете, либо как проситель придете. Этот человек вас выслушает, человек вмешается. Знаете, как будто бы порядок наведет. Наведет порядок, и ваше дело, вот эти мучения ваши, все эти преследования, они прекратятся. По его слову, по его воле прекратятся. Вот как распоряжение, может быть, даст. Там, все, оставьте ее в покое, там, не мучайте, не трогайте. Либо наоборот, отдайте, выдайте. Что-то такое произойдет. Кстати, с этим человеком вы будете в будущем связаны. Кто-то из вас работать будет на этого человека, а кто-то, возможно, не дружить. Это что-то. Это не про дружбу и не про любовь. Это про работу, сотрудничество. Может быть, даже поможет вам с работой, либо к себе возьмет на работу у вас этот человек. Ну, либо какая-то действительно коллаборация идет с этим человеком. Не только поможет вам закончить эти неприятности, но и еще как-то будет вас, возможно, продвигать, либо помогать вам в будущем этот человек. Хороший человек, порядочный. Да, этого человека, знаете, как надоумят в духе вашего рода. Вот как нашепчут ему, скажут, ну вот помоги нашей девочке, да, либо помоги нашему мальчику. Это не просто так произойдет. Так, идем к самому интересному. Здесь у меня вышел ключ. Ключ от дома, от квартиры, от вашего жилища. Смотрите, у одних отыграется, что вы получите наследство, в наследство вы получите жилье. У других отыграется, что вам суждено обрести свое жилье, построить, купить, да, обустроить, опять же таки. Ключ очень богато идет. То есть это не просто там какая-нибудь однушка в хрущевке. Нет, это очень хорошее, приличное жилье. Вы как собственник, хозяйка, хозяин. Кстати, у других отыграется, что это, возможно, даже ключ от вашего дела. Ну, без работы вы точно не будете. Кто, кстати, за работу переживает. Все-таки больше это похоже на жилье.
Кстати, если наследство будет как-то внезапно, вот вы совершенно не ждете, не представляете, вот придет извещение, что вы наследник либо наследница. Если говорим о приобретении, то вы будете приобретать самостоятельно, либо вот в паре, возможно, будете приобретать, но собственником будете вы, вот официально, собственник это вы. Кто потерял жилье, тут есть такие люди, вот не могу понять причину, но какая-то не очень хорошая причина, и как-то все это быстро произошло. Ваше новое жилье не будет на том месте, где вы раньше жили, это будет совершенно другое место, совершенно другая локация. Для вас это более перспективно, да, переехать и жить в новой локации. Не переживайте, без дома вы точно не останетесь. Так, еще по ключу я могу вам сказать, что те тайны, секреты, которые не дают вам покоя, либо которые вам мешают, вот по жизни мешают, вы обо всем об этом узнаете. Так, еще одна маленькая подробность касается мужчины, который ушел. Ушел, но мне почему-то кажется, что он ушел по измене. Знаете, как предал, променял. Такие некрасивые слова, очень болезненные слова, но именно идут эти слова. Простите, если я кого-то задеваю за живые чувства. У вас вопрос, почему он так поступил? Но тут банальность, понимаете, банальность. Искусился, девочка, искусился. На вопрос, чего ему не хватало, он и сам не знает, чего ему не хватало. Разбаловали вы его очень сильно, разбаловали. Вся готовая к его услугам. Что не пожелает, все вы делаете. Подносы, горшки, настиранные, чистые, умытые, накормленные. Вот прям пылинки с него сдувало. Присытился, девочки, присытился. Искусился он на, извините меня, сиськи-письки. Да, там все доступно, там нет запретов. Там, как знаете, реализовывают его похотливые мечты. Но поверьте, счастлив он там не будет. Не будет. Делали ли на него что-то? Да, делали. Делали, привороты делали, и еще какие-то привязки делали, что-то непонятное делали. Очень на бред очень похоже то, что делали, но оно не сработало отчасти. Не сработало, больше сработала вот его эта глупость. Глупость, желание погулять, у кого-то прям и кризис среднего возраста, почувствовал, что он там стареет, сила мужицкая уходит, и вот он так поступил. Девчоночки, он вернется. Он вернется, другой вопрос, примете ли вы его обратно, нужен ли он будет вам. Это уже другой вопрос. Вам, кстати, в ближайшее время, вот по этой фигурке, видите, это фигурка мага, хозяйка либо хозяин, человек, который управляет стихиями, крутит вокруг себя мир, да, на пальце крутит мир. Это вы, и это ваше предназначение, это ваше будущее, причем будущее самое ближайшее. Самое ближайшее, ну, давайте так, у кого-то 3, у кого-то 6 месяцев. Это ваша новая роль в жизни. Сейчас вы перерождаетесь, вы трансформируетесь, через муки проходите. Муки закончатся. В ваших руках будет сконцентрирована сила, возможность, власть, энергия. Вы будете управлять своей жизнью. Вы будете подчинять себе все то, что вам раньше мешало. Вот для женщин хочу сказать. Девочки, женщины, вот любого возраста, вот кто меня смотрит, поверьте, вы одна никогда не останетесь. Вы обязательно будете с тем, кто вам будет приятный, с тем, кого вы выберете, кого вы полюбите. Это ваша судьба, ваша судьба. Ваша судьба быть императрицей в своем семейном царстве, королевстве. И так оно и будет. Для мужчин я хочу сказать, что вас ждут звезды, вас ждут великие достижения. Ну, это может быть и карьера, и бизнес, и даже какие-то героические поступки. То есть признание вас героем
Вот, это вас ждет. Это ваш путь, и это ваше будущее. Сейчас, пройдя через все эти мытарства и муки, вы становитесь сильнее. Вы через боль, вы обретаете мудрость. Ну, такой непростой путь. Поверьте, вам достаточно сил, вы все пройдете. На эту отсыпку вы попали для того, чтобы я дала вам подсказки. Вы их получили. Теперь дело за малым. Действовать. Действовать и ничего не бояться. Хорошее будущее вас ждет. Очень хорошее. По крайней мере, в потоке, вот что нам показали, здесь нет печального конца, здесь нет каких-то зыбучих песков, да, когда человек просто туда проваливается. Этого ничего нет. Наоборот, видите, хозяин положения вышел. Это вы в вашем будущем. Все будет замечательно. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.